Жизнь после смерти реальна. Это сенсационное открытие совершила международная группа врачей под руководством известного британского реаниматолога Сэма Парни. В ходе многолетнего эксперимента ученым удалось доказать, казалось бы, невероятную теорию. Оказывается, наше сознание продолжает функционировать даже тогда, когда биологические часы уже остановлены. Удивительные подробности в репортаже Алексея Кнора. Елена, хочу подчеркнуть особо, это первый случай в истории, когда существование загробной жизни удалось доказать сугубо научными методами. Результатов этого эксперимента ждал как научный мир, так и миллионы обычных людей. Вопрос, есть ли жизнь после смерти, один из главных почти для каждого. И вот спустя 14 лет изысканий представители медицинского центра Сент-Питерс наконец заявили, у них есть неоспоримые доказательства того, что физическая смерть – это еще не конец. Мы можем смело утверждать, когда человек умирает и мозг больше не может функционировать, накопление информации продолжается. Наше сознание не выключается. Уникальные кадры. Сейчас вы видите, как начинался этот грандиозный эксперимент. Тогда руководитель проекта, известный реаниматолог Сэм Парни, разместил по всей больнице полки, на которых лежали определенные рисунки. Увидеть их можно только если посмотреть на помещение сверху, примерно из того положения, в котором теоретически находится душа, отделившаяся от тела. Мозг может давать ошибку. Несколько секунд после смерти вам может только казаться, что ваша душа отделилась от тела. А вот если бы те, кто возвращались после реанимации, смогли бы описать, что за рисунок лежит под потолком, это бы говорило о том, что жизнь после смерти действительно существует. Опыты одновременно проводились в 15 клиниках, расположенных в Великобритании, США и Австрии. Добровольно участвовать в эксперименте согласились более 2000 смертельно больных людей. Джо Тиролосио – один из них. Как описать вам смерть? Для меня это было как просто взяли и выключили свет. Я застыл, рухнул на пол, остальное видел уже со стороны. Медики привезли тележку, мне разрезали одежду и так до последнего момента, пока меня не вернули в тело. Из 2000 участников эксперимента вернуть с того света удалось только 330. Джо повезло. Они мне подарили вторую жизнь. Видел ли Джо рисунки, расположенные под потолком, пока неизвестно. Его